Члены правительства установили новые цены на хлеб и муку. Хлеб из муки высшего и второго сорта подорожает на 2 рубля. Теперь 1 килограмм хлеба из муки высшего сорта будет стоить не более 50 рублей, а 0,6 килограммов не более 30 рублей. 1 килограмм хлеба из муки второго сорта 47 рублей, а 0,6 килограмм 28. Согласно постановлению, если цены на сырье при производстве хлеба изменятся более чем на 10%, то госстандарт вправе применять повышающий коэффициент. С учетом текущей ситуации, с учетом того, что гильдия пекарей Абхазии также обратилась в Народное собрание парламента Республики Абхазия с данным вопросом, было соответствующее заседание комитета проведено профильное, на котором мы тоже, в работе которого мы принимали участие, провели достаточно предметное обсуждение данного подхода и, соответственно, рекомендуем на данном этапе пока все-таки пойти на изменение цен на хлеб. Повышение предусматривается в размере 2 рубля на хлеб из муки высшего сорта и хлеб из муки второго сорта. Кабмин внес изменения в ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2023 год. В программу включили расходы на приобретение реагентов для нужд Республиканской ветеринарной лаборатории в сумме 840 тысяч рублей. Реагенты необходимы для проведения анализов меда и медовой продукции. Правительство установило временные ставки вывозных таможенных пошлин и экспортных цен на лом черных металлов, предусматривающие снижение ставки таможенной пошлины на $10. И теперь таможенная пошлина составляет $30 на срок до 1 сентября. Решением правительства семьям добровольцев из Абхазии Эдуарда Шакая и Олега Бебия, погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе, выплатят единовременные социальные пособия по 1 миллиону рублей. Члены правительства внесли изменения в постановление об утверждении дисциплинарного устава органов внутренних дел, согласно которому дисциплинарное взыскание должно назначаться до истечения 10 дней со дня, когда начальнику стало известно о проступке. Кабмин включил здание и сооружение имущественного комплекса в Сухуми по улице Бего, 16 в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждению условий его приватизации. Как сообщил председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава, с 2020 года решением Кабмина приватизировано 15 объектов республиканского значения. Это 5 объектов в год, получается в среднем по статистике. Для сравнения могу сказать, что с 2014 по 2020 год было приватизировано 54 объекта. Вопросы приватизации у нас не проходят, уважаемые коллеги, так вот обратились, и в течение 2-3 недель вопрос так не рассматривается, месяцами изучается, выносим на заседание, и результаты такие. Из 15 объектов 5 можно считать имеющие определенное значение, крупные. Допустим, как санатория «Кавказ» в Гагре, значит, Новоафонская, значит, Абхазия, вот, в Гудауте, что было приватизировано тоже так называемое рыболовецкое хозяйство, а все остальные объекты из 15, Александр Владимирович, уважаемые коллеги, это строение помещения под жилым домом, какой-то там ангар, незначительные 200-300 квадратных метров. Вот такая статистика, чтобы было понятно для общего понимания. Распоряжением правительства вдова репатрианта Казбека Биджева, погибшего в ходе боевых действий в ЛНР, освобождается от уплаты стоимости жилья при передаче ей в частную собственность из Государственного жилищного фонда. Помимо этого, также от уплаты стоимости жилья при передаче ему в частную собственность освобождается Тайфун Куацба. Кабинет министров утвердил индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2024 год. Документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Гозган. Совокупный объем производства товаров, работ и услуг спрогнозирован в сумме 150 миллиардов, в том числе в сельском хозяйстве 11 миллиардов, внешнеэкономическая деятельность 46,3 миллиарда рублей. Рост по отношению к фактическим показателям 2022 года составил 34% и к плановым показателям 2023 года 18%. Без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности прогноз сформирован в объеме 92,4 миллиарда рублей. Это на 24,6% больше аналогичного
различных показателей, которые запланированы на 2023 год, и на 30% больше по сравнению с фактическими показателями 2022 года. Наибольшая доля совокупного объема производства товаров, работ и услуг приходится на торговлю, это 59%, промышленность 10% и отрасль курорты и туризм 11%. Соответственно, оставшаяся доля удельного веса распределена между другими отраслями. Объем промышленного производства планируется в размере 9,2 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда больше запланированных показателей этого года. В энергетике совокупный объем производства прогнозируется в размере 2 миллиардов рублей. 7,2 миллиарда рублей – это на 33,8% больше планового показателя 2023 года и на 21,5% больше по сравнению с фактическим показателем 2022 года. Наибольшая доля совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится также на торговлю, это 36%, промышленность 20%, курорты и туризм 19% и связь 11%. В 2024 году представленные базовые индикативные показатели позволяют нам сегодня формировать доходную базу государственного бюджета целиком в разрезе бюджетов системы. Но, наверное, самое важное в этом смысле, что мы будем опираться в том числе и на фактические показатели исполнения. То есть те администраторы доходов, которые обусловлены, это, соответственно, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет. Будем обращать внимание на показатели индикативного плана, плюс фактические. Почему говорю плюс? Потому что минуса уже у нас который год нет. И очень надеемся на то, что так будет и в будущем. Премьер-министр Александр Анкваб обратил особое внимание в необходимости учета и контроля, чтобы показатели фактических доходов в различных отраслях не оставались в тени. При подготовке бюджета внимательно посмотрите цифры. У нас есть реально заниженные цифры. Верните их туда, куда положено. Тогда и бюджет будет другой, и доходы будут другие. Никто не говорит, уменьшите наши расходы. Кто-нибудь говорит, Владимир Валерьевич? Нет, мы только наращиваем Назовите дефицит. мне одно ведомство, которое требует уменьшить расходы. Доходы, вот этим надо заниматься. В том числе, которые реальные, но не обозначены. Члены правительства одобрили перевод 2 земельных участков сельхозназначения площадью в 0,20 и 0,15 гектаров в селе Алахадзе в категорию земли населенных пунктов и предоставили компаниям Агепста и Мечта для строительства гостиниц. Альга Трапшти, Мургугохи, Абхазское телевидение.